Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в местечке Морово. Здесь мы продолжаем возводить вот такой шикарный одноэтажный дом из бруса. На текущий момент устройство первого этажа мы закончили и приступили к возведению кровли. Посмотрите, какая красота получается. У нас вот крылечко уже сделано терраса. Посмотрите, какая большая терраса. Сделали стойки, конек, стропильные ноги. Процесс устройства кровли идет, пойдемте все детально покажу. Вот мы попали на просторное крытое крылечко. Положили спокойно сумки, достаем ключи. Даже дождик нам и снег за шиворот не капает и не падает. Открываем спокойно дверь и проходим в дом. Вот заходим в дом, у нас здесь планируется тамбурная зона, а вот в дальнем углу здесь будет каркасная перегородка, и это будет санузел. По левую сторону у нас здесь будет перегородка и две уютных спальни. А по правую сторону дома у нас планируется кухня-гостиная с выходом на террасу. Вот так шикарно она выглядит. Вот можно любоваться своим садом, красотами и выйти еще сюда. Посмотрите, какая просторная терраса. Выйти сюда с чашечкой чая и любоваться красотами своего участка, посадками, кайфовать. Терраса действительно очень просторная, большая. Посмотрите, какая. Изюм в этом доме еще в том, что здесь очень высокие потолки. 3,15, 3 метра 15 сантиметров. Очень просторно, очень комфортно, вот так вот, воздушные пространства, так объемные по высоте. Надо понимать, что отделка съест по полу, вот если брать фанерная лага и фанера, 3 сантиметра плюс 2 сантиметра, 5 сантиметров, ну 5,5 съест пол. Потолок съест, ну если натяжной потолок, значит 2 сантиметра доска, допустим, подшивочная, и потом еще натяжной потолок, ну, сантиметров до 10. То есть 15 сантиметров, 15-16, 15. Съест отделка, то есть было 3,15, станет 3 метра в чистоте. Все равно это очень круто, это комфортно, это классно. Высокие потолки это круто, есть простор такой, дышать можно полной грудью, объем дома, да, создает. Не чувствуется, что какой-то нет чувства давления сверху. Круто, круто. Не бьетесь головами, нет давления сверху. В этом большие преимущества. Посмотрите, какая красота. Дом строится. Первый этаж уже почти готов. Почти готов. Ну, за исключением каркасных перегородок. Сейчас вовсю делаем кровлю. Пойдемте покажу, как мы делаем крышу. Перфекционизм есть. Красота, качество. Все покажу. По крыше мы применяем очень много крепежных элементов. Привозим просто коробками. Посмотрите, что за мной, что передо мной. У нас все крепится на усиленные уголки. Глухари вот такого диаметра с мизинец. И желтые прочные саморезы. И это каждая стропила. Везде. Все очень надежно. Очень. Вот просто посмотрите. Вот просто посмотрите, сколько их здесь, сколько крепежки. Еще вот идет стойка. И коньковый вот этот прогон. Конек. Видите, там тоже. И плюс еще применяем строительные скобы. Еще дополнительно до усиления. Какие-то вопросы с надежностью, я думаю, не стоят. Тут все крепко, все очень надежно, все очень качественно. Мы закладываем вот этот уровень качества, уровень надежности, чтобы у вас в дальнейшем таких вопросов не возникало. Даже вы были изначально убеждены, там все нормально. Там все нормально. Сами стропила, значит, по низу мы крепим строительными уголками, это видно. А потолочные ригеля, или в данном случае связующие ригеля, как распорки, мы крепим гвоздями и дополнительно вот шпильками, тоже с мизинец толщиной. Все очень надежно. И это так каждую стропильную ногу. Все очень надежно. По крыше все выглядит тоже так. Все, видите, сколько гвоздей. Все очень четко. Все четко. Все надежно. Вон сколько у нас шпилек применяется. Гвозди, шпильки. Все тоже очень четко.
все очень тоже надежно. И это с каждой стороны, и это везде. И это везде. И это везде. Все четко. Все четко. Видите, сколько крепежки по низу. То есть крыша, она здесь сделана хорошо, в центре сделана хорошо, и вот там по коньку хорошо. Ну что с ней будет? Как она сложится? Что с ней может стать, если изначально вот так вот к делу подойти и вот так ее закрепить? Представляете, что надо понимать, что в доме живут люди. Жизнь самое ценное, что у нас есть. Да? И если с крышей что-то случится, если она сложится на людей, живущих в доме, я думаю, стоит заложить крепежных элементов по максимуму. Это ваша жизнь. Дорогие друзья, если вам надо сделать кровлю или построить дом, вы знаете, куда обращаться. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, мы вас проконсультируем, все вам посчитаем, все расскажем. У вас будет понимание, и вы приценитесь. Будем рады, если выберете нас для строительства вашего дома или кровли у вашего дома. Мы будем рады построить так же ответственно, так же качественно, так же надежно. Обращайтесь. Компания «Центр домостроения». До встречи. До встречи на консультации.